Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 11 августа по инициативе исполнительных органов государственной власти города Душанбе в зале государственного учреждения «Центр детей и подростков» стартовал городской тур республиканского конкурса «Фуруки Супхидону и Китобас». Конкурс проводится согласно постановлению председателя города Душанбе от 20 марта 2025 года, которым утвержден состав конкурсной комиссии из 144 призовых места на общую сумму 2 427 000 сомони. В церемонии открытия городского тура республиканского конкурса «Фуруки Супхидону и Китобас» приняли участие заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, члены жюри и победители районных этапов конкурса из всех столичных районов. Конкурс проводится по распоряжению президента Республики Таджикистан от 2 января 2025 года среди воспитанников дошкольных учреждений, учащихся средних общеобразовательных школ, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, слушателей программ после вузовского образования, а также среди взрослых и представителей различных профессий. Его цель – повысить интерес к чтению и укрепить интеллектуальный потенциал, выявить новые таланты в ораторском искусстве, сохранить и популяризировать национально-культурные ценности, развивать творческие способности, углублять самопознание и самосознание, обогащать словарный запас и духовный мир участников. В первый день городского тура участники соревновались в 4 номинациях. В дальнейшем победители районных туров из разных структур, организаций и учреждений столицы продолжат состязание уже в 5 номинациях. Отметим, что принять участие в конкурсе может любой житель страны, от школьников и студентов до аспирантов, докторантов, ученых, преподавателей всех уровней образования, работников культуры и искусства, а также представителей различных профессий. Один участник имеет право заявиться только в одной номинации. Организацию и проведение конкурса контролирует конкурсная комиссия. При оценке работ жюри особое внимание уделяет навыкам чтения и понимания текста. Участники демонстрируют умение выразительно читать и глубоко усваивать произведения писателей. Жители и гости столицы становятся свидетелями масштабных преобразований дорожной инфраструктуры города. Особое внимание уделяется капитальному ремонту протокольных магистралей стратегически важного участка от въезда в международный аэропорт Душанбе до улицы Карамова. Этот амбициозный проект, реализуемый по инициативе председателя города Душанбе Рустама Эмомали, уже сегодня демонстрирует первые ощутимые результаты, меняя облик столицы и повышая комфорт передвижения для тысяч горожан. Подробности в нашем материале. В Душанбе продолжается реализация масштабного проекта по капитальному ремонту протокольных дорог на участке от въезда в международный аэропорт до улицы Карамова общей протяженностью 8,5 километров. Данная инициатива, выдвинутая главой столицы Рустамом Эмомали, уже перешла в активную фазу реализации. Работы организованы поэтапно для обеспечения безопасности дорожного движения и минимализации неудобств для участников движения. Первый этап, включающий реконструкцию участка длиной почти 2,5 километра от улицы Карамова до улицы Миршакара, полностью завершен и соответствует всем международным стандартам дорожного строительства. В настоящее время строители приступили ко второму этапу работ, который включает укладку нового асфальтового покрытия. Государственное учреждение управления строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и мостов выступает заказчиком данного проекта, в то время как подрядные работы выполняет государственное унитарное предприятие «Дорожное строительство, производство и испытания» при исполнительном органе государственной власти города Душанбе. На строительной площадке ежедневно задействовано более 60 квалифицированных специалистов и около 50 единиц современной дорожно-строительной техники, что позволяет обеспечивать высокие темпы работ. На сегодняшний день строители уже выполнили значительный объем работ. Полностью демонтированы старые бордюрные камни, удален изношенный асфальтовый слой, проведены работы по подготовке качественного основания для нового дорожного полотна. Временные ограничения движения транспорта на ремонтируемых участках компенсируется тщательно продуманной организацией движения, включающей введение альтернативных маршрутов и оперативную корректировку схем движения общественного транспорта.
Данный проект является важной частью комплексной программы модернизации городской инфраструктуры города Душанбе, направленной на кардинальное улучшение транспортной ситуации в столице. Представители исполнительного органа государственной власти подчеркивают, что все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденным графиком, а вот качество уже отремонтируемых участков полностью соответствует всем строгим международным стандартам. И по мере завершения работ жители города получат современные, безопасные и комфортные дорожные магистрали, которые станут важным элементом развивающейся транспортной системы столицы. В преддверии нового учебного года в столичных школах и лицеях кипит подготовительная работа. Завершенный ремонт учебных кабинетов, обновлены фасады зданий, а для создания современных условий обучения аудитории оснащены электронными досками, новыми партами и стульями. После летних каникул подготовка к новому 2025-2026 учебному году в Душанбе идет полным ходом. До начала занятий остается около 20 дней, и во всех учебных заведениях столицы продолжаются работы по благоустройству. Педагоги и сотрудники школ ежедневно убирают и украшают территории, проводя коллективные субботники. В гимназии номера 74 завершен ремонт учебных классов и покраска коридоров. В числе инициатив, направленных на повышение уровня и качества образования, обновление учебных материалов, капитальный ремонт помещений, установка энергосберегающей системы освещения и централизованного отопления. В этом году учащиеся встретят в чистой, уютной и современной обстановке. В школе номера 22 района Фирдауси особое внимание уделено ремонту двора и благоустройству озелененной территории. Начальные и средние классы оснащены необходимым оборудованием от проекторов и учебных пособий до современного компьютерного парка. Научно-исследовательские лаборатории получили новое оснащение. По словам представителей системы образования, все подготовительные работы проведены с соблюдением санитарных норм и требований безопасности, и учебные заведения полностью готовы принять школьников в первый день нового учебного года. На основании распоряжения председателя города Душанбе уважаемого Рустама Эмомали с 1 по 31 августа текущего года в столице проводится выставка-ярмарка школьной одежды и принадлежностей. Выставка ежедневно проходит во всех 4 районах столицы и будет работать до начала нового учебного года. На постоянной выставке предприятия, производители и отечественные предприниматели предлагают гостям и покупателям не только одежду, но и обувь, носки, школьные принадлежности и другие необходимые товары. До начала нового учебного года остаются считанные дни. Сегодня большинство родителей на ярмарках школьной одежды, а также в рынках, торговых центрах заняты покупкой одежды и других школьных принадлежностей для своих детей. С учетом приближения 2024-2025 учебного года и обеспечения населения одеждой и другими школьными товарами, ежегодно в городе Душанбе проводится ярмарка по продаже школьной одежды и принадлежностей. Подготовка к школе уже началась, и многие родители думают о том, как и где приобрести недорогую и качественную школьную форму и принадлежности. На территории района Фирдауси ярмарка школьной одежды организована в торговых центрах Ганджина и Паншер. В эти дни на ярмарке в этих местах было немного людей. Цены на школьную одежду внутри торговых центров оказались выше, чем в специально организованных ярмарочных точках, где они были дешевле. На ярмарке представлен широкий ассортимент школьной одежды для девочек и мальчиков. По сравнению с рынками цены на школьную форму на ярмарке были более доступными. Покупатели отметили, что здесь все виды школьной одежды предлагаются по приемлемым ценам. Цель проведения выставки-ярмарки обеспечит учащихся общеобразовательных школ города Душанбе единой школьной формой. Следует отметить, что швейные предприятия страны изготавливают школьную одежду в соответствии с требованиями рекомендованного руководства по одежде для учащихся общеобразовательных учреждений, разработанного Министерством образования и науки Республики. Введение единой школьной формы для учеников имеет множество преимуществ, в первую очередь создание равенства между ними в учебном процессе. Поэтому правительство Республики Таджикистан, а также органы местной исполнительной власти города Душанбе стремятся обеспечить всех школьников страны отечественной единой формой.
Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.